Здравствуйте, я Буляин Сырис. В одной из наших недавних передач мы прочитали сказочку о том, как в Ардатовском районе Республики Мордовия взрослые дяди и тети крадут школьные завтраки у детей. Мы попросили наших зрителей прокомментировать увиденное и услышанное, и они не только прокомментировали и подтвердили, а они прислали очень интересный документ, из которого следует, что то, что происходило в 2022 году в Ардатовском районе, это не какой-то случайный эпизод. Это постоянно действующая коррупционная схема, целая система, которая не может функционировать без ведома, как говорят, без крышевания главы администрации района и главы Республики Мордовия. О чем идет речь? По российскому законодательству в школах для детей от 1 до 4 класса предусмотрены горячие завтраки. В Республике Мордовия 294 школы. Вот на эти цели из разных источников в 2022 году было выделено 290 миллионов 527 тысяч 300 рублей. Схема отличается. Некоторые школы сами организуют эти горячие завтраки, 176 школ, а 118 школ в 2022 году подписали контракты с операторами. И вот эти операторы обязались не просто привезти мешок картошки и мороженую курицу в школу, а они обязались сберегать эти продукты по контракту, готовить завтраки, накрывать на стол, подавать эту еду детям, убирать, мыть, ремонтировать эти арендованные площади и оборудование. И кроме этого еще платить свою часть коммунальных платежей. Как все происходило на самом деле, мы можем судить из выводов комиссии счетной палаты. Глава ее господин Ларьков. Вот именно этот отчет попал нам в руки. Из этого отчета следует, что комиссия проверила всего 11 школ. Это менее 4% от всех школ. Но по результатам работы этой комиссии понятно, что выявлено, мягко скажем, злоупотреблений более чем на 3,5 миллиона. Это при том, что, скорее всего, комиссия все-таки знала, куда можно смотреть, а куда смотреть категорически нельзя. Мы понимаем, что очень трудно посчитать, сколько всего было украдено в этом году. Тут линейной зависимости быть не может. Но мы подумали, прикинули разницу в количестве школ, которые сами готовят, и школы, которые заключали договор с оператором, и пришли к такому выводу, что было украдено за год от 85 до 96 миллионов рублей. То есть третья часть всего выделенного была разворована. В выводах комиссии нет таких слов привлечь к уголовной ответственности, что-то там еще. Кто его посадит? Он же памятник! Но знаете, это не очень удивило. Мы понимаем, что вот это вот дураки дороги и воруют, это свойственно для России. Поразило следующее. Обратите внимание, в выводах комиссии есть таких два абзаца, я один зачитаю. В здании Атюринская средняя общеобразовательная школа номер 2 имеются протечки от дождя и снега на потолке. Повреждено штукатурное покрытие потолка и стен. Деревянная конструкция оконных блоков имеют ветхое состояние. На лестничных пролетах, коридорах имеются трещины в капитальных конструкциях. Имеются частичные обрушения вкладки стен. Балки пола в столовой частично прогнили и перекосились. Примерно то же самое в Чукальской школе. Господа чиновники, кроме аппетита, нужно еще иметь совесть. Это дети. Неужели вы думаете, что вы можете без конца относиться к народу, к своему населению, к своему электорату, как к быдлу, которое готово терпеть бесконечно? Вам придется отвечать значительно скорее, чем вы думаете. Неминуемо. Мы благодарим людей, наших зрителей, которые помогли нам. И кроме этого документа в наше распоряжение попали еще некоторые документы. Еще раз большое спасибо. Поэтому подписывайтесь на наш канал, будет интересно.